Это не кадры советской Абхазии, как может показаться на первый взгляд. В курорте Пицунда этим летом настоящий туристический бум. Больше всего отдыхающих на центральной набережной. Сотни туристов гуляют, купаются и загорают. Некоторые предпочитают отдыхать в тени сосен. Работают кафе, рестораны, развлекательные аттракционы, дельфинарии. По сравнению с 2019 годом, потому что 2020 год, вы прекрасно знаете, что его в расчет брать очень тяжело. Там всего лишь 1,5-2 месяца был полная загрузка, 100% на сегодняшний день. И ожидается и в августе, и сентябрь хорошие продажи. Мы такой загрузки курорта после советского времени, мы говорим, насколько мы помним, этого не было. И вообще по Абхазии в целом тоже. Сама набережная разгрузилась и похорошела. Отсюда убрали многочисленные ларьки и киоски. Сейчас ведется строительство новых торговых рядов. Строительство торговых рядов – это упорядочено торговых точек по набережной, это сувенирные продукции, это фрукты и овощи. Фрукты и овощи для них, киоски, ларьки мы уже закончили, они запустились, уже перешли туда работать. Планируем, что до конца следующего месяца мы закончим остальные, там их около 40. Кроме того, на территории курорта выделена общая игровая зона. Здесь сконцентрированы все детские развлечения – батуты, площадки, лабиринты. Определить место было очень трудно, потому что мы не можем сделать это со стороны леса, потому что не растут на этом месте, где стоит батут или какая-то конструкция, не растут деревья. И поэтому мы призвали экологов, призвали там депутатов и как-то создали такую комиссию, я ее возглавлял. И решали, как вообще будет обстоять дела с торговлей, с игровой зоной. Здесь достаточно места, и они, получается, сконцентрированы, все будут в одном месте, а они разбросаны по всему курорту, под соснами. Главное новшество курорта – реконструкция 3 этажей пансионата «Апсны», а также замена его кровли. Несмотря на то, что ремонт завершился недавно, комфортабельные номера уже пользуются необычайным спросом. В турагентстве нам сказали, что здесь сделали ремонт и номера с повышенной комфортностью. Поэтому мы выбрали здесь. Да. Цена там совершенно немножко отличается. Но выбрали это. Дети отдыхали, наши старшие в этом году, в конце июля здесь приехали, нам тоже рассказали, что хорошо. Мы делали раннее бронирование, и Пицунда нам очень нравится. И как вам условия? Хорошие условия, да, все хорошо, все устраивает. Желаем дальнейшего процветания. Кроме того, курорт сменил интернет-провайдера. При этом все необходимое оборудование было приобретено самостоятельно. По поводу интернета, по поручению министра по туризму Тимураза Владимировича, мы выбрали другого провайдера, потому что предыдущий провайдер это по цене мы не договорились, это было очень дорого, мы считаем, для курорта. Сегодня мы работаем с Абхазсвязью. На сегодняшний день оборудование до этого, которое было оборудовано, но было не на балансе курорта Пицунда. На этот раз мы оборудование закупили сами. Конечно, это обошлось недешево, около больше 10 миллионов. И сегодня мы за интернет оплачиваем около 600 тысяч в год. В предыдущие года это около 15 миллионов в год оплачивали. И сегодня оборудование, которое есть на территории курорта Пицунда, но все на балансе курорта Пицунда. Ремонт 3 этажей проводился за счет выделенной квоты российского туроператора «Туи». Значит, у нас получилось 17 номеров, из них 2 люкса, один двухкомнатный, другой однокомнатный, 9 стандартных номеров двухместных и 5 номеров трехместных. Сделано это было за короткий период. Вложения тут, конечно, колоссальные, потому что все очень качественное. Даже оборудованы номера наши профессиональной антивандальной мебелью. Наш директор Фрикан Викторович очень постарался приобрести все такого должного, хорошего качества. Ребята работали тоже не покладая рук. В общем-то, мы успели к сезону, практически успели к сезону, но все старались, работали и день, и ночь. У нас было параллельное заселение старого фонда, и мы готовили эти
этажи новые. Что касается других корпусов, то здесь далеко не все так радужно. Из 7 пансионатов отремонтированы 4. В остальных 3 ремонт либо косметический, либо отсутствует вообще. На многих этажах общий санузел и душ – пережиток советского прошлого. Однако даже на такие номера есть спрос. В принципе, у нас номер недорогой, мы на это рассчитывали. Вода есть постоянно, туалет работает, интернет немножко, конечно, лагает, заедает. А так, в принципе, все нормально. Почему именно 500? Ой, многие наши были в Абхазии, все хвалили. И мы тоже захотели поехать в Абхазию. И я просто по интернету выбрала Пицунда. Много корпусов, красивые фотографии, отзывы хорошие были. Мы решили приехать. Рекомендовать друзьям еще вернее? Буду рекомендовать и приедем еще, наверное, да. В старых номерах систематически происходят поломки, требующие ремонта и, соответственно, финансирования. По словам Фрикана Гунба, такие номера убыточные. Хотелось бы остальные тоже привести также в порядок. Те корпуса, 2 корпуса больших, это Маяк и Амзара, и закончит корпус Апсны. 50 лет, курорт уже 50 с чем-то лет. Они в том же виде, там, делали косметические ремонты, но перепланировки не было. Сегодня без удобств в номере турист не имеет никакого желания отдыхать. Есть с чем сравнивать, есть с кем конкурировать, и люди хотят сегодня лучшего, приятного отдыха. Еще одна проблема – это проблема изношенных водопроводных труб. Трубы уже устарели, они имеют очень большой износ, их надо менять. Это чтобы вы понимали, это 2 трубы 7,5 километров вверх, и также 5,5 километров вниз. Это на Лизавский холм, и оттуда сюда в курорт Пицунда и в город Пицунда. Этим водоканалом пользуется сегодня город Пицунда и некоторые гостиницы, мини-гостиницы. Обслуживаем мы. Есть существенная проблема, которую надо устранять и приводить ее в порядок. Финансовые вложения нужны, и своими силами это невозможно. Что касается питания туристов, оно включено в стоимость проживания. Завтрак, обед и ужин по системе «Шведский стол». В среднем в столовой питается 500-600 человек в день. Все очень хорошо. Который день вы уже? Мы уже сегодня последний день, завтра уезжаем. И все эти дни у вас включено питание? Да, в этой столовой. Насколько разнообразно? Ну, все дают, и оладушки дают, и блинчики дают, и каши всякие дают, и супы, и щи. Все очень вкусное, спасибо. Хотелось бы немножко разнообразия на завтрак. На завтрак там в виде яичницы. Хотелось бы, или там просто отварные, например, какие-то яйца детям. Что-то из выпечки. Хотя бы разово там, или на ужин, или на обед что-то. А так, в общем, в целом все очень неплохо, все диетическое, все вкусное, свежее. Конечно, поесть здесь можно не только в столовой. Вдоль набережной расположены многочисленные кафе и рестораны. Мы находимся на крыше одного из корпусов курорта Пицунда. Здесь же расположено кафе. Отсюда, как на ладони, видна практически вся Пицунда с ее живописными видами. Это море, пляж и те самые целебные сосны. Реликтовая сосна – визитная карточка курорта. Смешение горного и морского воздуха с целебным ароматом сосен создает здесь особый микроклимат. Многие переболевшие коронавирусом приезжают в Пицунду, чтобы укрепить ослабленные легкие. Что касается санитарных норм, то, по словам Фрикана Гунба, в курорте они соблюдаются. Сотрудники обслуживают туристов в масках. Повсюду стоят антисептические средства. У нас есть свой концертный зал. Для туристов это было очень хорошее развлечение. В летнее время наши госансамбли выступали, концерты давали. Но, к сожалению, в этом году таких мероприятий мы не проводим в связи с ковидом. В этом году за все это время были практически единичные случаи заболеваний. У нас есть поликлиника курортовская, главврач и наши 2 медпункта открыты по корпусам. Они проверяют температуру, необходимые лекарства, медикаменты им подают. И таких массовых заражений случаев у нас не наблюдалось и не было. По всем показателям этот сезон обещает быть успешным. На данный момент в курорт заехали уже около 21 тысячи человек. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.